Если придет гибель моего сына из этой любви, ты больше никогда не увидишь моих слез. Вы приехали издалека увидеть тебя. Оказывается, ты обыкновенный, как все. Да что же у меня особенного? Это я убил твоего сына. Закон гор гласит. Не будет больше крови на этой земле. Кто это сделает, пусть найдет меня в горах. Не бывать смертям больше. Я отменяю кровную месть. Поворачивайте коттедж в село! Эй! Эта свадьба от обычных отличался тем, что люди со стороны жениха вели себя очень дерзко. Еще тем, что в заднем дворе дома юноша грустным видом играл ножом. Этого заметил Мазан, главный среди музыкантов, и в прерыве подошел к нему. Запись. Gördün. Салам алейкум. Почему у тебя такие грустные глаза? Я не мог постоять. Я знаю. На любое земное зло сегодня песни право. Я не могу стоять на земле. Я знаю, кто за тебя стоит. Ему помочь. Но он не имел понятия, как он это сможет сделать в этом ситуации. Решение пришло неожиданно. Когда уводили невесты, люди жениха не стали исполнять обряд согласования пути невесты. Они вместо того, что от юношей по соседству принимать подарок и одарить их чем-то,
направили на них ружье. Это наглость. Вывел Мазана из себя. И он быстро помчался к Бубе. Мы все тебя знаем как мудрого, справедливого человека. А зачем ты остановил свадьбу? Это же безумие. Вот именно. А почему вы молодым, счастье молодых, мешаете? А мусульманские обычаи запрещают выдавать девушку за ее волей. С чего ты взял, что она выходит замуж без воли? Если я не знал бы, я не был бы здесь. Не верите моим словам? Спросите у нее. Это я должен у вас спросить прощения. Я вынужден вас огорчить. В свое время возлюбленный. Вот здесь Польша. Вы потратили на эту свадьбу. Потратить еще на одну. Если вы ищете для своего парня невесту, а не любимого, вы не найдете ее. Поворачивайте коттедж в село! Верну кортеж в дом отца невесты. Обещал вечером лично прийти на свадьбу. Он понимал, как он сильно рискует, но он прекрасно знал, что он должен там присутствовать. Тогда, перед тем, что направиться туда, он вошел к маме покаяться, скорее всего, попрощаться на всякий случай. Я горжусь тобой, дорогой мой сын. Если бы не ты, не было бы надежды на защиту в этих горах. Она бы умерла вместе с Шамилем. Чем многим вкус жизни. Ты знаешь, я когда-то обещала одному человеку, чтобы не буду плакать. Никогда. Если бы ты умрешь на пути к своей любви. Сынок, если смерть придет к тебе, она придет. Ты должен принять ее достойно.
знаю, но говорят мужчины такие вещи матерям. Мама, я должен проститься с тобой. Мама, я чувствую, что это моя последняя осень. Хотя, возможно, люди еще слышат об этом. Конечно. Выпрямилась. Появился неожиданно в вечере свадебных танцев, все недоумели. Они прекрасно понимали, что, как он рискует. Среди участников могло бы быть много желающих, кто захочет получить вознаграждение за его смерть. Но он не только пришел, он еще вошел в танцевальный круг. Какой приятный гость. Пожалуйста, домой. Жених отдыхает с своими друзьями. Дома. Большое спасибо. Я пришел посмотреть, как народ веселится и танцует. Я по обещанию пришел. Пожалуйста, присоединяйтесь наш танцами. Нет, большое вам спасибо. Я пришел посмотреть, как Просим. танцует наш народ и как веселятся. Просим. Просим. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашим танцами. Потом не говорите, что Буба не умеет танцевать. Буба умеет танцевать. Баба, эта песня посвящается вам. Этот танец вошел в историю как танец Керебуба. Это символ вкуса жизни лезгина, танец, который для него слаще жизни. Его исполняют с четверостишьями о его любви, подвигах,
а также сказанием о горести, который народ испытывает от потери этого легендарного человека. Танец вошел в историю еще как символ семьи, который он создал, рискуя жизнью, и украшал честью со своим участием, и его страстью, эмоции, которые освещал жизнь многим поколениям. С этим я завершаю свой проект, серия фильмов про Абрека и Керебуба. Возможно, зрители заметили много технических недостатков, стилистических неувязок, но я надеюсь, что они получили массу полезной информации, ознакомились с ценностями той далекой эпохи, осознали основные законы гор и поняли, какое место они занимают, и в сегодняшнем дне нашем, и будет завтра полезным для нас тоже. Также через его жизнь ярко видно формирование характера человека, проявление характера человека, что является бесценным наследием для всех людей с лезгинским генетическим кодом. Многие того, чего я знаю про этого человека, не вошел в фильм. Но я сделал, что я мог. И я прекрасно себе даю отчет, что он сделал для нас намного больше. Для меня особенно.